Традиционно с июля у якутского народа начинаются сенокосные работы. Не зря по-якутски июль месяц называется от-ия, что в переводе означает месяц сенокоса. От заготовки сена в летний период зависит выживание крупного рогатого скота в зимний период. Вступление в сенокос является одним из главных событий в жизни каждого якута. 15 июля 2021 года Головной музей Республики Саха-Якутия, Якутский музей имени Емельяна Ярославского подготовил этнографическую программу «Оккокири. Вступление в сенокос». Начинаем интерактивное мероприятие «Оккокири. Вступление в сенокос». Программа мероприятия начинается с обряда задабривания духов, чтя традиции и обычаи. Косарь кормит огонь и просит духов о плодотворном сенокосе. Терпение, упорство и высокая работоспособность – это национальные черты якутского народа. Несмотря на крайне суровый климат и тяжелые условия жизни, народу Саха испокон веков удавалось пасти скот и сохранить традиционное занятие до сегодняшнего дня. Küste vakta bir düden ağıttahımın kördühümün, gelin oğultak sıvatın, kotuğrum tostuvatın, kıravılım tiye tostuvatın, barıta etenge bol demin üngad tükten kördühümün, koldükta ben konkuyan, tavuktak ben dokuyan turamın ağıttahan kördühünerim. Жоқ өнне ұнағы мұғын сирсіміғіні өңні тана сыйынан тергеден баран. Дом! Арылақ аластар бар, аңат мұңат сығылар бар. Бұяң түссін, үрің илге бар болын, арағас илге түстін. Туско! После обряда начинается просветительская часть программы. Сотрудники музея рассказывают об особенностях главного хозяйственного цикла. Подготовка к сенокосу начиналась с приготовления всех орудий труда, необходимых для заготовки сена. Косить начинали в тех местах, где трава считалась созревшей, по-якутски сиппит, для кошения. Такой покос продолжался в течение 10-15 дней и представлял собой первоначальный этап сенокосных работ. Она известна якутам под названием избранного покоса или же по-якутски таласылджан от охсо. Со второй половины июля начинался основной этап, когда заготовители приступали косить сено на основных массивах сенокосных угодий. Именно с этого времени наступал самый напряженный этап заготовки сена. Люди работали от восхода солнца до его захода. Кийте дагыны оксан килем бап булды. Ага кийте өйдө билена ток бар тулалар экебет сибекки опут маспут кылар бут барда тынактар бул. Оларда улак 5 күйлөр бул. Ону ажаттар хуомора ани болду. Ол эм билетер аттаган көртө, ага кагатты тутту кийбекки билинаган бияган оскутунаган санаган өрөкөтөнүнө бияган турукка килдираган. Жоген иттеде билетер сиркин окун атын эден якты олоро конон өрө маран сыяга эде отчутты үлелере сагаландар.
Самой яркой частью программы является покос ручной косой. В старину использовали косу-горбушу или же сахапатура. Нож якутской косы имел дугообразную форму. Работу с ручной косой якуты издавна относили к числу наитруднейших. До появления косы-литовки к ней не допускали ни женщин, ни малолетних детей. С конца XIX века горбуша начала вытесняться косой-литовкой. В первый день сенокоса любой косец должен был работать не более 1 часа, не допуская ни в коем случае перенапряжения. Затем с каждым днем продолжительность труда увеличивали понемногу. На заготовку сена уходило 70-75 дней, поэтому к ней привлекались все трудоспособные члены семьи. Сейчас мы видим, как сотрудница музея собирает сено граблями. При уборке сена якуты употребляли грабли, заимствованные у русских, о чем говорит и название на якутском «кырабл». Далее гостей зовут в якутскую юрту для угощения якутскими блюдами. Якуты в старину начинали откладывать необходимые запасы наиболее калорийных видов пищевых продуктов для косца еще в начале зимы. Сейчас мы на кадрах видим приготовление традиционного якутского десерта кёрчах. Кёрчах делается из битых сливок. Для приготовления используется утварь ытык, мутовка, сделанная из дерева. Благодаря ее вращению сливки наполняются воздухом и поднимаются. В кёрчах можно добавить варенье из дикоросов и кушать с оладьями и якутскими вафлями. Вот так в июле месяце начинался сенокос и заканчивался поздней осенью. Копнение и стогование сена, произведенное своевременно, обеспечивало должное качество сохранности сена. В электронной библиотеке Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия можно найти литературу, посвященную хозяйственно-бытовому укладу народа Саха. Аина Прибылых, Айтал Байтунов, Национальная библиотека Республики Саха-Якутия.